Приветствую, друзья! С вами Петр Цепанин, программа «Просто вкусно». И посмотрите, в каком живописном все-таки месте мы находимся. Мы находимся в турбазе «Ленские столбы». Мы вчера со съемочной группой сюда приехали, заночевали, отлично отдохнули, утром проснулись и, несмотря на такую осеннюю, вроде как бы такую прохладную погоду, решили снять мою передачу «Просто вкусно». И сегодня у нас в гостях... Приветствую, друзья! Управляющая турбазы «Ленские столбы» Диана Федорова и повар ресторана «Ленские столбы» Джулус Тарасов. Еще раз приветствую, сразу вам говорю спасибо. У вас такая замечательная турбаза. Мы действительно вообще в диком восторге. Замечательные виды, отличная погода. Немножко, конечно, с такой с прохладцей, да? Мы позиционируем нашу программу как кулинарное ток-шоу, да? И все-таки нам нужно что-нибудь будет приготовить. Что мы будем, друзья, сегодня делать? Сегодня мы будем готовить традиционное датское блюдо смørbrød. Так. И чай. И чай. И чай заварим, да, да. Минусовая уже погода, да, Да. походу, да. Уже такой, на реке уже лед такой пошел. Как раз горячий чай нам не помешает, да. Вот, у нас такая традиция, да. Давайте немножко уже начнем. А Диана, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Да, у нас такой традиция такая на нашей передаче. Ну, хорошо. Если о себе, то я родом из Сунтарского улуса. Ага. Закончила школу в Якутске. По специальности я геофизик. Геофизик? Геофизик, да. А я физик. Первое образование физик. Вот. Мы почти коллеги. Так. Вот. Но проработала я до всего времени работы здесь на турбазе в одном из нефтесервисных компаний Якутии. И в прошлом году начала работать здесь, на этой турбазе, в качестве администратора, управляющего. Ну, то есть, этой турбазе же всего год, да? Да, этой турбазе всего год. Мы Да, работаем. а как вы приняли решение? Ну, то есть это же где-то работали, и вдруг такие, давай-ка я сегодняшнего дня буду управляющим. Как поступило предложение, получается? Нет, да? получается, все как бы получилось само собой. Я с юности увлекалась туризмом. Потом... То есть тоже получается, как бы это где-то на месте не сидится, да? Да, я достаточно динамичный человек, да. И тут получилось так, что поступило предложение работать здесь. И я сначала подумала, что не смогу работать все время в одной локации. Поскольку до этого я в то лето, когда прошлое получается, да, была в Пятигорске, в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, в Чечне. Ну то есть да. поездили. Достаточно. Потом в Карелию съездила, да, в Сартовалу. А когда сюда, в Якутск, обратно вернулась, мне предложили эту работу. И я подумала, что мне нужен испытательный срок для того, чтобы самоопределиться, смогу ли я здесь работать или нет. Но... То есть, получается, немножко так и подстраховались, да? Да, я подстраховалась. Да, ну потом, значит, я поняла, что здесь мне нравится. Здесь очень хорошая команда. Мне нравится стиль работы. И я, как видите, здесь. Да, ага. Джулус, а что ты начал уже делать, я смотрю? Так, сейчас сначала будем делать тосты, хлеб. Ну, то есть обыкновенно поджариваем? Да, чуть-чуть, обыкновенно поджариваем. Потом будем смазывать сыром рикотта и будем собирать. Будем собирать? Да. 3 разных вида будем делать. Ну, это такой, блюдо такое, легкий перекус, да? Да. У нас как раз сейчас утро, друзья. Да, передача будет выходить вечером, но у нас как раз утро. Для нас как раз такой легкий перекус не помешает, да, получается, да. А, Джулус, теперь к тебе, да. Ты немножко тоже расскажи, пожалуйста, о себе. Так, я тоже с Сунтарского улуса. Да. Что тут так? Да. Вот. Учился я в Усте. Закончил я там, 11 классов там учился, получается. В студенчестве в городе Якутске, тут Якутский, это КПК. Кооперативный техникум? Да, кооперативный. Который Коптех. Да. Все понятно, Ну, то есть по образованию ты повар? Да. Да? А почему именно эту профессию выбрал? Потому если что, не секрет. ну, с детства я люблю готовить. А, Да. Всегда на кухне помогал маме, там, оладьи,
там всякие такие домашние. Ну, то есть неравнодушен к тому, да? Ну, то есть- Да. ну И надо же. люблю кушать. Вкусно покушать, да? Вкусно покушать. Вкусно Да. покушать всегда надо. Ну что ж, я думаю, что у нас сегодня действительно очень вкусно получится. Давайте продолжать делать. Да. Помощь нужна или ты уже сам? Да нет. Да? Ну хорошо. Диана, тогда вы расскажите, пожалуйста, про турбазу. Ну, немножко тоже, да, получается? Так, наша турбаза была построена буквально за год и функционирует целый, ну вот как бы получается, с августа прошлого года. А кому идея пришла такая замечательная? Эта идея пришла чете Сыромятниковых. Ага. Они воплотили свою мечту вот именно для жителей республики, для туристов, приезжих да, туристов, да. ну, и для того, чтобы люди видели вот эту красоту. Да. Да. Но на наше счастье, это наши ленские столбы, это наследие ЮНЕСКО стало, Да, да? да. Недавно. Мгм. Вот. Ну, я скажу, что насчет нашей турбазы изюминка была в том, чтобы люди приезжали и наслаждались красотой природы. В первую очередь. Да, в первую очередь. И был Потому какой-то... что, ну, извините, что перебиваю, да, раньше же здесь ничего подобного не было. Ну вот сейчас это находится же на территории Участка Батамай. Батамай. Да, Ну, это же поселение, которое уже, по-моему, 60-х годов его уже как бы нет. Тут никто не живет. Да, тут Да. никто не живет. Здесь летние только домики вот эти, они дачные. Приезжают ну, как бы, потомки ямщиков, отдыхают здесь и уезжают. Зимой мы остаемся одни. Ну, Практически, в да. настоящее время. Да. Мы работали просто в автономном режиме целый год. Мгм. То есть тепло, свет, полностью все свое было. Мгм. А в этом году у нас 22 августа включили электричество, Ну то есть провели, я смотрю. провели да. линию Ага. электропередач, ой, электросети, да, Электричество, получается. да. Тех условий, ну, Да. выполнили, получается. Ага. И поэтому у нас теперь есть электричество. Ну, собственно, оно и было, но было свое сейчас, да? Да, Были да. свои генераторы, наверное, Да, да. получается. Ага. А тем временем Джулус, я уже смотрю, уже собирает. Разные получается, да, Джулус, Да. будут начинки? 3 ассорти. Мгм. Семга, Так. розбис с огурцом и анчоусы с перцем. Анчоусы с перцем. Ну, я смотрю, ты ингредиенты уже так Всё приготовил. заранее подготовил. Да. Ага. Зелень, я смотрю, салатик, да? Ой, думаю, будет очень вкусно. Что-то прям... О, лошадки подошли тем временем. Хотите, расскажу, почему мы все-таки эти смёрбриды включили Так, в да. меню? Кстати, я не спросил же. Ага. Да. Почему? Почему именно это решили? Почему делать? здесь? Так. Да. Смотрите, это вот уникальное место, да, само по себе. Но еще мы узнали, что по этому пути 3 раза проходила экспедиция Витуса Беринга, когда вот он открывал Камчатку. Вот. Первый раз он поехал на первую восточную экспедицию со всеми вот этими такелажным оборудованием, с якорями, с работниками. Ну, то есть он со по воде всем. пошел? Да, по воде. Так. И он здесь проехал и обратно проехал. Это путешествие с Санкт-Петербурга до Охотского моря и обратно заняло 3 года. Представляете? Чуметь. Да. Он по заданию Петра I и Российского географического общества описывал горовосточные Чуть было не границы. сказал бедняга, как он зимой-то выживал. Да, это было, наверное, было очень сложно. Представляете, да? Это мы вот сейчас... Даже сейчас, да, при нынешней Да. одежде, при нынешней Да. технике, я представляю себе, как это может происходить. А Да. тогда-то вообще, ну так, Да. продолжайте. Ага. Вот он, первая Камчатская экспедиция. И вторая Камчатская экспедиция, когда он уже тоже 3-й раз уже здесь проехал, он, к сожалению, умер, да, как исторический факт. Остров Витуса Беринга, Берингов пролив. да, Берингов пролив, да, да, между Россией и Аляской. Да, все знают. Вот. И мы в честь его включили в наше меню датские бутерброды, Датские. так называемые смёрдбриды. Смёрбреды, да? Да, Ну, бред это, по-моему, хлеб. да. Смёр это что такое? Это, видимо, что-то рыбное, да? Скорее всего. Скорее всего.
Так, ну да, классно так сервируем. Может быть, ребята, какой-то крупно возьмете, да, да, что у нас там получилось. Так, и чай, да, заварим? Да. Включим чай. Так. Насчет чая тоже есть очень, ну как бы наша находка, скажем, или не находка. Просто мы стараемся летом собирать разнотравие. Да, Именно, ну, то есть таежный такой ассорти получается. Да. Я смотрю у вас, да, вот можно посмотреть? Ну, конечно. Да, что тут есть? Расскажите, пожалуйста. Да, так, сейчас мы покажем. Здесь у нас, понюхайте. Ну-ка, вы должны отгадать, что это такое. Это же это, сугуна богата или нет? Нет? Можжевельник. Можжевельник. А, ну Да, можжевельник. можжевельник Мгм. Так, и багульник. Да. Да, можжевельник и багульник. да. Багульник, я знаю, он чем-то полезен же. Как лекарственная трава, по-моему, даже используется. Ну да, он отлично тонизирует и Так, берем багульник, да, смотрю. Да? Багульник, можжевельник. А еще какие-то, смотрю, травы у вас есть. Эстрагон есть, чебрец Блиц. и чай черный. Обычный черный чай, да? Да. Эти все травы сама лично Яна Дмитриевна собирала. это я. А где? Здесь прямо собираете? Да, это же батамайское разнотравие. Здесь вообще очень-очень богатое разнотравие. Каких Ну, только... Ну, потому что горы. Ну почему горы? Ну, Здесь в же... горах же считается, что такие, ну, полезные и все такое растет. Нет? Нет, вообще вот здесь природа уникальная сама по себе. Мгм. Здесь растут все виды деревьев, которые есть у нас в Якутии. Ну вот, я Да. про это. И плюс еще вот это вот разнотравие. Вроде бы казалось бы, Шикарное. же, да, что камни, Да. земли нету, ну, чему мы тут Россию, но на самом деле нет. Я тоже сам удивился, где-то много везде бываю. В горах наверху, ну, например, я вот охочусь на снежного барана, там специально такая трава растет, которую вот эти снежные бараны кушают и такие красавчиками становятся. Да, здесь вообще шикарное разнотравие. Летом в июле тут просто берлинская лазурь. Это жимолость. Она ростом с человека и очень-очень такая насыщенная цветовая гамма. Ну, про сардану, лилию даурскую я вообще не говорю. Да. Здесь просто их поля. Мгм. И мы собираем траву здесь и готовим для наших гостей таежные чаи, собранные вот Их именно заготавливаете на специальным образом, Батамае, да? да. А специально учились этому, да, или это же не просто так, ну, то есть, что попало же не будешь собирать, мало ли, человека же можно отравить, там, волчья трава, там, может быть, там, какая-нибудь попасть, да? Ну вот как сказать, это тоже мое хобби, одно из моих увлечений, А, да. И это вот во время туризма, походов, когда у нас заканчивается заварка, я обычно, вот мои подруги не дадут соврать, да, мы собираем... можно немножко Полюшу здесь приветы передать? Да-да-да, девочки. Так. Да. И я всегда заваривала полевой чай. Туда я бросала и иван-чай, чебрец, эстрагон, вот такие вещи, да. И пользовалась успехом. Ну, то есть Вот вкусный, такой чай. ну, Вкусный, вкусные всё, да. бодрящий. А в какое время нужно собирать? Специальное время нужно? Так, ну у каждой травы свое время цветения и так далее. Поэтому, например, иван-чай в июле, да. Ну, то есть, опять же, это все же нужно знать. Да, Это же да. как целая же наука, да, ботаника. Да. То есть, мало ли определить. Ну, допустим, бывает же масленок. Масленок, ну, я, допустим, по грибам, да. Я собираю только грибы, те, которые я знаю, да. Немножко чуть-чуть другое, такой ложный масленок. Ну, опасно уже, Да. да. Трава может быть такой? Конечно, конечно. Может быть, да? Есть очень похожие, например, да, и нужно их четко Схожие, различать. и можно что-то не то собрать, а Да. потом отравиться. Вполне возможно. Поэтому нужно это знать, изучать и да. заниматься все-таки Ну, серьезно. это целая наука, я так полагаю. Для меня она недоступна, к сожалению. Хотя я сам охотник, рыбак, ну, на земле очень часто бывает, да, но я как бы опасаюсь. Петр, я вам рекомендую все-таки Научиться, да, научиться. И... Ну, потому что один был такой тоже случай, да, мы возили туристов, китайцы. Прям выходят
все собирают вот такую охапку, да, трав, и раз их нету, все съедают. Я говорю, «Ну, ребята, что это такое? Они так, объяснить не могут. А я нет, чтобы взять, сфотографировать, ну, потом как бы похоже сделать. Да. Похоже что-то на салат, что-то там на это. Ну, непонятно. Короче. Ой, а у нас, смотрите, еще хочу сказать, да, по поводу того, что Ой, нам чашки подогнали. ага, здесь почему-то исполняются желания. А, еще такая легенда есть? Да, да, да. Вот я пошла собирать траву, например, да. Села на велосипед и поехала на луга. Я собиралась собрать иван-чай, и потом собрала и решила поехать обратно, и подумала, вот бы еще Веронику седую собрать. Я Поворачиваю. вообще даже не знаю, что это такое. честно А говоря. вот посмотрите сюда. Ага. Да, вот это вот Вероника седая, это очень хорошая трава. Она имеет противовоспалительный эффект. Во время Эрбеген курдук, шутка. Эрбеген болот. А то я и говорю, для меня это как Да, бы да, так, да. вот. Ага. Трава и трава, да. Да. Ага. Ну, короче, я нашла такой великолепный лужок. Он был совсем маленький, буквально 2 на 2, но там просто одна Вероника седая. Она очень скромная сама по себе, да? Но когда собираешь и сушишь, она имеет какую-то... Она очень стильная. Вот такие вот белесые стебель и вот такой соцветик. Смотрите, какое интересное. Вот. Тысячелистник, очень хорошая трава. Например, при желудочно-кишечных вот этих расстройствах и так далее, да? Ну, можжевельник сам по себе очень уважаемый для нашего народа, да, растение. Его им окуривают. Да, она да. же считается, что и злых духов отгоняет и все прочее. Да. Ну, Есть вот это такой. я знаю. Да. Вот. Ну что? Попробуйте чай. Да, давайте попробуем чай, тем более, что мороз невелик, да стоять невелик. Холодновато немножко, уже минусовая температура. Четко? Есть, да? Четко, да, вообще. Вообще это очень... И ягодки. Да, и ягодки. Ягодки тоже собраны Я здесь. обычно с сахаром пью, но мне сейчас кажется, даже и без сахара отлично. Да. Диана, Джулус, а давайте еще вернемся к турбазе все-таки, да? Давайте. Да, подробнее еще расскажите, пожалуйста, нашим телезрителям. Так, ну, наша турбаза сейчас состоит из 2 корпусов. Вот в основной, Вот где мы это ночевали, основной, да? Основной, где мы ночевали. В нем 5 номеров категории люкс. И со всех номеров у нас панорамный вид открывается на великолепные столбы. Есть еще второе здание, называется «Панорама». Вы его видели, да? Оно такое П-образное. Наверху 4 Панорама, номера. потому что П-образная, да? Так. Во-первых. Да. И внизу витраж. Витраж. Зимой мы планируем сделать там зону отдыха. Там у нас будет елка стоять. Так Можно Новый год приехать встречать, да? Конечно, да. Тем более круглый год же работает турбаза. Да, наша турбаза работает круглый год. И еще мы строим модульный блок, называется «Созвездие». Это будет 7 куполов. У них специальные окна для того, чтобы люди любовались звездным небом до мая. Они будут готовы в октябре, ну, в сентябре-октябре. Строятся еще бани. 2 бани, по-моему, 2 строить. бани, 2 да. бани. Мне уже рассказали. Ваши работники. Да, так что- Между делом. Так что И бани тоже будут в этом году водиться. да, в этом водиться, году. да? Да. А еще дополнительно что-то еще какая-то стройка же идет, или нет? Ну, мы планируем еще гараж, теплый гараж. Ну чтобы для посетителей этот гараж. Да, мы же работаем в круглогодичном режиме. В прошлом году мы сдавали в аренду вот эти Наташи, а в этом году у нас будет теплый гараж для гостей. и Так, для вы работаете всего год, да? Как зиму пережили? Все-таки у нас же Якутия минус 50, и тем более, что автономно. Тут как? Да, ну, конечно, вот у нас как получается, как мы жили в тестовом режиме в первую год. зиму, да. Приходилось каждый день наблюдать за температурой. Да, тем более, ну, площадей-то так, ну, тут немало, да. Да. Не дай бог, где-то перемерзнет, где-то это, да? Ну, так.
Но благодаря слаженной работе нашей команды, скажем, да, И проектантам в первую и очередь. проектантов в первую Да, так. очередь, да. Зима у нас прошла хорошо, благополучно, скажем, да. Отопление каким образом подается? Отапливаемся мы, у нас есть газгольдер, это емкость для сжиженного газа, который под землей, да. И мы отапливались газом, соответственно. Еще Ну, у то есть нас газовые котлы, которые берут это, и газ привозной получается. Газ Тут же- привозной, да. Тут же газа нету? И есть еще у нас котельное топливо в резерве. На пеллетное топливе это древесно-стружечные гранулы. Ну, палеты такие. Да, палеты, да. Так, Вот, и таким образом мы перезимовали. Перезимовали, удачно, всё да. славно. Да, да. все славно. Ну, слава богу. Как говорится, долгих лет процветания. А я смотрю, вот, да, ну, многие заметили, да, ну, я не исключение в том числе, что комплекс сам по себе очень красивый. И видно, что рука некого дизайнера, да, по-моему, приложена. Все сделано в едином стиле. Ну, то есть ребята потом снимут, да, вот такие эти виды можно будет показать телезрителям. Ну и многие видели через социальные сети и все прочее. Ну, по WhatsApp ходит куча роликов. Ну, то есть насколько здесь все не только природа сама по себе красивая, но и турбаза сама по себе, да. Кто дизайном занимался? Дизайном занимались наши местные дизайнеры «Красный конь». Мы с ними работаем вплотную. О, я их знаю. Да, да, очень талантливые ребята, привет им тоже. И вообще вот проект нашего здания получил гран-при на выставке в Москве «Зодчество». Вот, поэтому им отдельный респект. Тоже поле чудес немножко можно. Да. Вот. И мы стараемся придерживаться общей концепции вот этой. Отходим от ярких пятен. Все должно быть в гармонии с природой. Ну, таких постельных, природных все тонах, да. Ага, так? Да, и мы активно используем энергосберегающие технологии. То есть вот это вот, например, вот эти же гирлянды, они у нас на фотореле включаются и выключаются в соответствии С новыми технологиями, скажем да, так. Ага. Да. Так, а сколько времени прошло? Вот вы сказали же, да, что хозяева это чита Сыромятниковых же, Да. да? Сколько времени прошло, ну, видимо, от мечты до реализации? Ну, надо отдать должное, что эти люди очень прогрессивные сами по себе. Мне нравится их стиль руководства. Вот они захотели, они это сделали. Вот. И поэтому и команда у нас подобралась именно такая. Вот. Мы про команду тоже я хотел вернуться, специальный вопрос, да. Кто работает здесь? Здесь работают местные, наши ребята, вот начинают Ну, живут. я сказал, я понял, что сунтарские уже тут мафия, да? Так. Куда же без них, да? Так. Мафия не мафия, но Да, тем да. не менее, это да. я шучу, конечно же. Так. Да. И строители, и повара, горничные, у нас все местные. Да? Мы хотим, чтобы люди поняли, что можно захотеть и можно сделать, воплотить свою мечту. Как говорится, если очень захотеть, Да. можно в космос полететь. Да. Кстати. Что якуты тоже умеют заниматься в сфере услуг, в сфере гостеприимства, получается так. Да. Именно такая мечта, Да, походу, это- была у хозяев, да? Ну, видимо, да. Тут все-таки не только вот финансовый успех, да, и так далее. Мы преследуем еще Но он тоже немаловажен, я так думаю. Да. это немаловажно. Да. Я потому что вижу, что какие немаленькие средства, скорее всего, были вложены, да. Тем более, что это же коммерческий проект, никто же тут никакое министерство там не помогало и ничей не грант. Правильно? Да. Мгм. Но тем не менее, вот мы воплощаем идею развития внутреннего туризма у нас в республике, потому что у нас есть что показать, чем гордиться. Ну. Да. Ищем своих клиентов, своих гостей. Да. То есть мы хотели бы, чтобы к нам приезжали люди, которые ценят вот эту гармонию, да? Умеют слышать тишину. Медитации. Да. Здесь особенная атмосфера, и если люди Как чувствуют... нам говорили, это такой дзен, поймать Да, дзен, да, да. посидеть, медитировать. Да. Нет, действительно можно просто вот так сидеть на реку, смотреть,
на горы эти. Ну, Да. Какое великолепие. Здесь на самом деле происходит трансформация. Здесь Еще люди одна легенда, так? перезагружаются. На самом деле, да, люди уезжают отсюда очень отдохнувшими от городской суеты, от шума, да, и так далее. Одна тишина здесь чего стоит. Вот поэтому люди сюда едут за гармонией. Как говорится, ну, а давайте помолчим до конца передачи. Тоже тут постоим, помедитируем. Послушаем Послушаем, да. плеск речной воды, ржание лошадей. Да. А, кстати, лошади все ближе и ближе к нам идут. Тоже хотят героями стать, да? Как говорится, до начала передачи собаки лет огнали, да? Тоже хотели тут. Есть и такое, да. А много народа работает вообще? Вот. Ну, я бы не сказала. Мы, конечно, с развитием, с вводом новых объектов будем набирать персонал. Это, да, но мы к набору персонала тоже подходим очень тщательно, да. Все проходят испытательный срок. Не каждый здесь может работать в такой локации. Ну да, Вдали от- тяжело. Это же, тяжело, скорее да. всего, работники же здесь живут все время, да? Да, мы здесь живем. Ну, как и- на вахту приехали, раз и работают, Да. получается. Да. И не каждый выдерживает вот этот ритм, вот этот режим. Работа очень, ну, должна быть от души, очень качественная. Поэтому мы подбираем очень тщательно свой персонал. И первый критерий – это любовь к природе здесь. Да? Ну, то есть, в первую очередь, нужно любить Да. это все, а потом только уже работать. Да, ну, Да. действительно, Да, это сложно. это первый критерий. Ага. Ну вот я сама по молодости работала в полевой экспедиции, поэтому для меня это как-то легче Ну, переносится. само собой, типа, Да, как будто, ну. да. И потом у меня туризм и так далее. Поэтому, Ох, вот, да. тоже следующий герой. Вот. И вот у нас Джулустан тоже очень близок к природе. Это был один из основных критериев, что он к нам приехал и работает у нас. Вот такие вот вещи. Ну и про гостей, если рассказать, да, которые к нам приезжают, я все-таки бы хотела отметить то, что к нам приезжают очень интересные люди, сами по себе. Они находят нас, я не знаю, уже и сарафанное радио, тут и сайт, тут и аккаунт. Вот вы как будто предвосхищаете все мои слова. Следующий вопрос я готовил, хотел спросить, а как вы рекламируетесь, как продвигаете ваши услуги, вашу турбазу, да? Вы уже начинаете рассказывать. Ну, рассказывайте. Это славно все. Ну, если честно, мы особой вот такой рекламной акции не проводили. Но я, собственно, и не видел ни радио, Да. ни газет, ни телека, по-моему, нету, да. Да. Ну, то есть через социальные сети и сарафанное радио получается. Ну, получается так. А вот недавно приезжали к нам группа московская, мужчины, 8 человек, они рыбаки, и они нас узнали по сайту. Да. Сайт, кстати, очень красивый. Да, у нас работают отдельные специалисты, которые занимаются сайтом. Время от времени они приезжают, снимают ролики, да? Зимой один ролик, летом другой ролик, ну, согласно сезону. Вот. И мы стараемся вкладывать все, чтобы люди поняли, какая здесь красота и что здесь их ожидает. И мы бы хотели, чтобы ожидания и реальность совпадали. Но вы называете, смотрите, не гостиница «Ленские столбы», да? Не отель, а именно турбаза. Ну, то Да. есть вы позиционируете себя не просто как место, где заночевать с классным видом, а еще какие-то интересности есть, да? Ну да, в принципе, Да. мы планируем. И... Ну, я заходя смотрю, там спиннинги стоят, палки стоят, лыжи, Да, там да. что-то. Велосипеды Что есть? А? Велосипеды еще. Велосипеды, да, еще есть. Велосипеды. Ну, смотрите, мы организуем еще экскурсии на Синские столбы, на Поющие скалы. Там рыбалка, поднимаем на Синск, водометах. благо тут вообще рядом. Ну, 25, если 25, 25 да. километров. Ну, по воде это, ну, это же быстро, раз и там. Ну да. В принципе, до Поющих скал мы доезжаем за 2,5 часа. Там вы сами знаете, какие виды, Да. да. Какая Моя жена всю рыбалка. дорогу хочет, но что-то я еще не попал туда, я только по фоткам больше. Ну, приезжайте Да, еще. ну, да, следующий год, Да, видимо, да. приезжайте обязательно. Наконец-то приедем. Да. Может быть.
Вот. У нас будут организованы вот такие экскурсии, будут организованы маршруты в Синюю. То есть Турбаза самостоятельно будет тур организовывать? Да, да, да. Ага. Или какие-то будут другие внешние компании? Мы разрабатываем и пешие маршруты. Здесь тоже есть очень интересные места, на водопады весенние, событийный туризм. Например, мы будем приглашать гостей именно на ледоход весенний, да? Это в апреле. Это очень шикарнейшее природное действо. Это такая сильная энергетика. Когда все время гремит и говорят, огромная куча энергии высвобождается. Да, да. Так что опять же приглашаем вас. Ну, приглашайте апреле. телезрителей. У вас передача получится как один большой рекламный ролик. Раз уж вы нас сюда пригласили. Вот мы хотим все-таки, это наша мечта дальнейшая, да, построить базу и организовать это событийный туризм, познавательный туризм. Тут можно организовать музей под открытым небом. Ну, вообще, вот познавательный туризм. Да? Здесь можно детям рассказать про археологические вещи, да? Что здесь вообще архециаты, простейшие животные были 560 миллионов лет назад. Очуметь. Да, это дно древнего Кембрийского океана. И здесь можно найти вот эти вот палеонтологические следы от этих простейших животных, которые здесь обитали. Трилобиты, архециаты. Есть еще здесь писаницы бронзового века древних людей, которые... Станика древнего человека, да. Это вот там, Деренуряхская, да? Деренуряхская, а вот там километров 7 выше. Выше. Да, есть петровские писаницы. Так, это что такое? Это вот датируются бронзовым веком. Первый раз их описал академик Окладников в 40-х-44-х годах. Он написал вот эти писаницы среднего течения Лены. И вот как раз там есть петровские писаницы. Они сделаны из охры, и там есть очень красивый силуэт лось, сахаты. Да? И на второй плоскости есть какие-то знаки. Мне кажется, это рунические какие-то надписи, потому что вот эти знаки, ромбовидный такой человек на одной плоскости и на другой плоскости вот этих писаниц. То есть в бронзовом веке, это 50-60 тысяч лет назад, люди уже какие-то схемы рисовали, там какие-то знаки. Ну вот как-то очень интересно. И тут в этой местности сразу начинаешь, какие-то философские мысли приходят, что вот мы тут живем, да? Мы для этих столбов просто песчинка, просто миг какой-то. Ну да. Вот как будто глазом моргнул, и раз нас нету. Да, представляете? 560 миллионов лет назад, ну это как бы даже в процентном соотношении, действительно, это даже быстрее, чем глазом моргнуть. Вот именно. Да. И эти столбы, вот эти величественные столбы, они стояли, стоят и будут стоять. Да. А мы как миг, как песчинка. Хочется, конечно, заплакать на этом месте, но ничего, перетерпим, превратим это все в шутку. Да, очень интересно. Вот видите, тут можно рассказывать и рассказывать. Ну, рассказывайте и рассказывайте. Смотрите, вы уже упомянули 3 легенды. Говорят, что вы сказали, что тут желания исполняются, что тут трансформации, что тут соприкосновение вот с таким великим историческим нашим археологическим прошлым, да? Да. Что еще есть? Тут же, это же Батамай. Так. Это, знаете, это же поселок, который станция Батамай. Это одна из станций Иркутска-Якутского тракта. Да? Ну, то есть Ямщицкая. Ямщицкая. Ага. Здесь Древняя тоже. Древняя. Еще в 1738 году по указу Екатерины II сюда прибыли из Орловской и Ярославской губернии 3 семьи. Так. Строевы, Макаровы и еще кто-то, я уже не помню их фамилию, да? И основали здесь И участок. основались здесь. Вот. В 3 километрах жила якутская деревня, жили якуты, да? Они уже здесь были? Они уже здесь были. Так. Они до этого им тоже дали задание быть ямщиками, но не срослось, не получилось у них.
И поэтому прибыли вот эти вот Строевы, Макаровы. Ну, что интересное в них голове было, что они согласились сюда приехать, да, как говорится? Они убежали от, я теперь знаю, они убежали от крепостного права М, и от рекрутства. То есть самые свободолюбивые крестьяне приехали сюда, черти когда, ну, обосновались черти куда, не здесь, зная черти куда, что да. тогда, да. И представляете, они... Тем более из Орловской, там же ну, совершенно другой климат, да? Да, Ага. да. И самое интересное, что они в первую очередь выучили якутский язык. А, Да, для того, чтобы... ну, чтобы как бы мирно сосуществовать, получается. Да, взаимодействовать с местным населением, научились шить торбоза, унты, одежду, да. Точнее, им пришлось научиться. Им пришлось Да, научиться. Воленс, не воленс, да. Ага. Я представляю, какие тут были условия, конечно. Но, тем не менее, они через года стали жесткими выживальщиками, да. И в годы вот Великой Отечественной войны уехали отсюда почти все мужчины, остались женщины, которые просто были, на удивление, очень сильными, физически выносливыми. Потому что они здесь сажали хлеб, сажали рожь, огороды здесь у них были. Ну, тут Да. действительно же тут все растет. Ну, то есть, возвращаясь, тут синская Да. картошка считается, ну, вообще самая, Да. самая вкусная. Очень плодородная здесь Земля, земля. И Хотя везде камни. Да. И дети, представляете, вот они таскали воду вручную ведрами, чтобы полить этот весь огород. Представляете, какие у них были ноги, какие у них была физическая подготовка у этих Строевых, Макаровых. Ага. То И- есть потомки их, да? Да. Ну. Вот. Ну, очень интересная вот получилась порода, скажем, да. И вот они тоже были в Великой Отечественной войне, воевали, и в основном они были, конечно, очень хорошими стрелками, поскольку они охотники же. Да, белки в глаз, Ну, короче, все умели все. да, выживальщики, охотники и так далее. Травы, наверное, собирали, еще растили что-то, Да, все подряд. да, ну. да. Коров наверняка держали, скот. Ну вот насчет скотоводства, они все-таки, видимо, у местного населения. А, ну, Да. сектами. Якутами карифанились. Да. А еще рассказывают про них, что они все говорили на якутском языке, а песни вот эти частушки, вот эти вот степь да степь, вот эти вот песни, да, мороз, не мороз, не Свои, я. свои Да. народные, ну. Да, вот это все по вечеркам, там, свадьбам, вот это все у них очень было популярно, гармошка и так далее. Да, ну вот, подытаживая, да, ну, мы действительно можем стоять тут в такой красоте, разговаривать бесконечно вообще про Чай вашу, пейте. да, про вашу турбазу, вообще про столько интересностей вы нам сегодня рассказали, да. Спасибо вам большое, подытаживая. Спасибо вам еще раз большое. Вообще не устаю это говорить, вообще тут все классно, да. Пожалуйста. Эфирное время, к сожалению, у нас не резиновое. Можно рассказы про турбазу, про интересные, то есть вот события, которые у нас есть, которые у вас есть, да, можно и на другую передачу, вообще другую рубрику, да, сделать. Но, повторяю, эфирное время не резиновое. Давайте, у нас такая традиция есть, да. Пожелание традиционное нашим телезрителям. Пожалуйста, вот на эту камеру. Ну, дорогие поклонники передачи «Просто вкусно» Петра Цепандина. Поклонники. Да, поклонники даже, да. И поклонницы. И поклонницы. Приглашаем вас посетить нашу турбазу, воплотить мечты в реальность. Будем всегда очень рады вас встретить. Да. Приезжайте к нам на Батамай. Да, а я повторю еще раз, скажу, с нами сегодня в нашей передаче был Джулус Тарасов, повар турбазы «Ленские столбы», и Диана Федорова, управляющая турбазы «Ленские столбы». А я, Петр Цепандин. На этом, друзья, потихоньку с вами прощаюсь. Будьте здоровы, мирного неба над головой и всего вам хорошего. А До мы свидания. пьем наши чаи и скушаем наши бутерброды. Мы, кстати, их забыли скушать. Давайте. Да. Так, чай уже остыл. Стоп, снято? А можно я с рыбкой возьму? Пожалуйста, ну, Так, спасибо. а я вот это, да? Это с анчоуса? Да. Пойдет?